Альберт награжден государственной наградой. Вот это удостоверение Ордена Мужества по приказу президента Российской Федерации. Но даже несмотря на это, на данное время он не получает пособие, которое назначило ему государство как участнику чеченских боевых действий, которым он является. Он получает только пенсию по инвалидности. Они говорят, что у него хорошая пенсия. Или пенсию получает, или получает пособие как участник боевых действий в Чечне. Пенсия у него 8320 рублей. Льготы какие-то дополнительные, субсидии он тоже не получает. В данное время Альберт проживает в доме, который официально признан непригодным для жилья. Когда мама была жива, ему как-то было проще и легче. Мама ухаживала за ним, он всегда был сытый, накормленный, и на 2 пенсии было легче жить. Когда мама умерла, ему стало очень туго. У них вот маленько не скотину сначала держали, хозяйственный он был, не буйный он был, ничего ни у кого никогда не украдет, ни у кого чужого не возьмет. Насчет этого дела он был неплохой человек. Он и не показывал, что всегда дома. Вот сходит за водой утром, часов 5, и все, больше он и не ходит. Видать его. Несправедливо, это очень несправедливо, помочь надо ему, и все-таки это надо восстановить, чтобы человек жил за свое, за это вот все, пускай он, чтобы жил, надо ему помочь. Жильем надо помочь. У него ни тепла, ни света, ну свет вроде держится, тепла нет, это очень плохо. Никого он не обижал, никогда не дрался. Ни с кем не дрался он здесь. Он не дрался, с нами общался он, с соседями хорошо. Сельсовет уже очень забегал теперь, и прям старается, чтобы эта шумиха не была. А по поводу того, что он не распространяется о своем геройстве, ну, наверное, он не любит хвалиться, я как понимаю. Чиновники, наша страна его бросила в Первую чеченскую войну, ушел здоровым парнем и вернулся оттуда инвалидом. Инвалидом. И сейчас никому не нужен. Да, сейчас вот зима вообще, что вот он, да. Он не выживет никак. Ну, конечно, не выживет. Вот сейчас, если выпишут, он придет сюда, все, кончаться он. Ну, здесь холодина. Да, я вот тоже так думаю. Поэтому-то мы и хотим, чтобы у человека было достойное жилье. Ну как, конечно, должно, обязательно должно быть. Да, он это заслужил. Он заслужил себе это. Своим здоровьем, то, что отдал. Да, и ведь без семьи остался, без кого, с таким ранением. Кому он нужен? Никому теперь? не нужен сейчас. Никому не нужен. Да, никому сейчас не нужен. И стране не нужен. Это плохо. Да, это плохо. Этому человеку жилье полагается в связи с тем, что дом был изношен более 70% уже много лет назад. И на этом основании, как ветхое разрушенное жилье, то есть получается непригодное к проживанию, ему должны были выдать жилье. Это в первую очередь. А еще он является ветераном боевых действий и еще инвалидом. То есть это как бы еще должно быть более тщательно просмотреть исполкому и в первую очередь выдать это жилье. Но ни наша администрация, ни прокуратура, которая должна быть прежде всего выступать в интересах инвалидов, и в интересах несовершеннолетних и малозащищенных слоев населения, она должна была выступить на стороне этого парня Гилязова Альберта. Еще, поскольку я знаю, соцзащита, она должна была выделить хотя бы социального работника для того, чтобы наблюдал, как инвалид проживает. Я привезла его на такси, мы приехали к нотариусу Низамовой для оформления доверенности, чтобы я могла действовать в его интересах. Но поговорив с ним, пообщавшись, увидев его, она отказалась категорически, сказав, что я не могу вам выдать такую доверенность, потому что я его не могу признать его недееспособным и не могу признать его дееспособность, потому что у него заторможенность, он память теряет, многого не помнит. И поэтому на данный момент у меня замкнутый круг.